Лучшие здания, в том числе все санатории, дома отдыха, а также городские больницы и школы были отведены под госпитали. Просторные корпуса санаториев перестраивали под нужды военной медицины. Бывшие номера становились палатами, холлы перевязочными и операционными, парки местами для прогулок выздоравливающих бойцов. Работа госпиталей явилась важной частью той помощи, которую трудящиеся республики оказывали фронту. Соответственно, уже к концу 1942 года появляются цифры, которые меня впечатлили, конечно, как исследователя. Например, здесь у нас в Абхазии появляется более 60% подготовленных, да, в плане персонала. Это медсестры, это дежурные врачи, это очень весомые цифры. Я бы хотел сослаться на тот факт, что в конце 19-го, в начале 20-го столетия мы имеем возможность говорить об этом и говорить нужно, что здесь развивается, да, курортное дело, строятся дома, гостиницы, в то же время санаторного характера дома, пансионаты, а затем уже в первые годы советской власти тоже были построены очень интересные комплексы, масштабные комплексы, и все эти учреждения, все эти объекты затем уже в 40-е годы играют очень важную роль в деле организации именно медучреждений. Море шептало раненым бойцам слова утешения. Солнечные лучи осторожно касались забинтованных плеч, а воздух, насыщенный солью и хвоей, дарил силы тем, кто совсем недавно смотрел смерти в лицо. В годы Великой Отечественной войны здравницы Абхазии стали островком жизни и надежды. Более 30 медучреждений насчитывалось к 1941 году на территории Абхазии. 20 из них располагались в городской части, а остальные в сельской местности. Но уже к концу июня 1941 года, когда советская экономика переходила на военный лад, возникла необходимость реорганизовать многие учреждения, сделать их профильными, чтобы они могли качественно обслуживать раненых. Одним из таких объектов стал санаторий «Украина» в городе Гагра, где во время Великой Отечественной войны размещался эвакогоспиталь за номером 1818 для легкораненых советских воинов. Сегодня на этом месте расположен современный отельный комплекс «Гарден Резорт». Об этом свидетельствует вывеска, недавно найденная сотрудниками отеля. В ближайшее время руководство планирует отреставрировать и разместить историческую табличку на одной из стен здания. Основное здание отеля начинает свою историю 90 лет назад. Руководство и сотрудники с уважением относятся к этому месту. Доставка больных и раненых в Абхазию осуществлялась в основном морем. Природно-климатические условия, свежий воздух, качественная питьевая вода, наличие природно-лечебных источников, а также произрастающих лекарственных растений способствовали излечению, восстановлению и скорейшему возвращению в строй солдат и офицеров. Стены современного отеля украшены картинами, которые в свое время украшали залы санатория и, возможно, эвакогоспиталя. Также здесь есть библиотека с книгами того периода. По этим коридорам проходили десятки солдат, проходящих лечение и восстановление. В отеле сохранились фотографии, на которых запечатлены процесс лечения, врачи и медсестры того времени. Площадь комплекса составляет 6 гектаров. Территория благоустроена и представляет собой дендропарк. Мы в основном, рассуждая о военных событиях, о войне, немного, конечно же, перемещаем фокус внимания на фронт и события, которые протекали в контексте фронта и в контексте битвы за Кавказ. И, конечно же, в первую очередь это нужно, это правильно, это есть история, это есть исследование, но в то же время мы не должны забывать, что помимо фронта есть и другое составляющее, это прежде всего тыл. И, конечно же, если вы сумели правильно организовать и правильно, если смогли подойти к конструкции, да, вот взаимосвязи фронта и тыла, тогда успех непременно придет, и успех этот был достигнут советским народом, советским государством. В городе Сухум находилось несколько госпиталей, в том числе и на территории района Синоп. Возможно, советские солдаты и офицеры, восстанавливавшие свое здоровье после боев на различных фронтах, проходили лечение даже в Синопском парке, где проводились съемки. Именно здесь они набирались сил и укрепляли здоровье для дальнейшей борьбы за победу. Местные жители активно участвовали в приеме прибывающих раненых, их размещении в круглосуточном дежурстве в больничных палатах, оказывали помощь в обеспечении продуктами животноводства, свежими овощами и фруктами. Школьники писали письма под диктовку бойцов, устраивали концерты. В 1942 году работники искусств Абхазии организовали свыше 405 выступлений в госпиталях и медицинских учреждениях республики.
Мы видим, что шефство над этими госпиталями в Абхазии берут колхозы, фабрики, заводы, школы. И это показывает консолидацию всего общества. Это очень важно. И дети, учителя, старшее поколение, дедушки, бабушки, все вот в комплексе, конечно же, в одностороннем таком порядке оказывали помощь. Даже врачи местные, оставляя свою работу, когда это возможно было сделать, ходили в лес, готовили дрова, потому что медучреждение – это и дрова, и нужно топить, и вода. В этом плане, конечно же, местное население тоже сыграло важную роль. Для организации качественного функционирования госпиталей необходимо было соответствующее количество врачей и медицинского персонала высокого уровня. Привлекались, конечно же, с различных городов советского государства, врачи, хирурги, потому что подготовить персонал за столь короткое время представляется сложно, и поэтому нужно было именно работать синхронно, привлекая и опытных врачей, показывая местным, передавая опыт, и в этом тандеме складывается очень такая интересная работа. Всего за годы войны в Абхазии было развернуто более 40 госпиталей различного назначения, в том числе эвакогоспитали. Спасено 200 тысяч жизней. Последние раненые покинули Гагру 10 октября 1945 года. В абхазской историографии есть работы, которые заслуживают внимания и на которые можно ссылаться при изучении данного периода. Исследования Пачуля, Пшилава, Гугохи освещают важные страницы этого вопроса. Со стороны молодых исследователей проявляется некий такой интерес. Это очень актуально. В то же время есть и уже научные сотрудники, которые в наше время занимаются исследованием этого вопроса. Хотел бы сказать, например, про Николая Медвенского, который и волонтерскую работу ведет по части вот, Великой Отечественной войны по этой тематике. У него ряд очень интересных публикаций. Надеюсь, он со своими учениками будет также впредь заниматься данной деятельностью для того, чтобы мы больше узнавали о подвиге советского человека. Сегодня многие из тех зданий все еще стоят. Они уже не госпитали, но их стены по-прежнему хранят память. Память о подвиге медиков, о самоотверженности местных жителей, о мужестве солдат. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение.